Очередная встреча с избирателями. На этот раз кандидаты в депутаты Государственной Думы и Народного собрания от «Единой России» рассказывают о своей предвыборной кампании жителям Назрани. Регламент праймерис – не больше 10 минут на выступление каждого кандидата. Затем вопросы из зала. Процедура уникальна тем, что не только выстраивает прямой и открытый диалог между будущими депутатами и народом, но и помогает, например, маститым политикам еще до выборов узнать о слабых местах, а новички могут познакомиться со своей программой максимальное число избирателей. У нас сейчас зарегистрировано больше 200 кандидатов на предварительное голосование и на Государственную Думу, и в Народное собрание. И, значит, мы надеемся, что будет конкурентная борьба и будут, значит, дальше пройдут те люди, которые реально людьми будут поддержаны. Никакого там влияния быть не может, чтобы вы все знали. Это электронное голосование, все голосуют за тех кандидатов, которых они поддерживают. Мы для всех кандидатов, которые зарегистрированы, дали возможность рассказать о себе, опубликовали видео, биографическое видео, опубликовали видео программное. Такие видео размещены на нашем сайте предварительного голосования. Кандидат в депутаты Государственной Думы Бекхан Барахоев, экономист по образованию, начинал трудовую деятельность на Назрановском хлебозаводе, а уже в 2000 году занимал должность советника помощника главы республики по экономическим вопросам. Сейчас вице-президент крупной компании. В качестве депутата Бекхан Барахоев хочет сделать акцент на социальной политике, улучшение качества жизни населения, поддержке молодых семей за счет развития сельской инфраструктуры и программы сельской ипотеки. Свою основную цель в качестве депутата в случае вашей поддержки я вижу в том, чтобы Ингушетия была максимально представлена во всех направлениях. От экономики до экологии, от здравоохранения до образования. Поэтому что нам нужно открывать новые производства, создавать рабочие места, улучшать финансовое положение республики. Главными направлениями для привлечения инвестиций в наш регион считают туризм, промышленность и сельское хозяйство. Также считаю необходимым повысить качество и доступность медицинских услуг, особенно для малообеспеченных и социально незащищенных категорий граждан. Необходимо также обеспечить жильем граждан, перед которыми государство имеет обязательства в соответствии с законодательством. Нужно создать людям максимально комфортные условия для проживания. А вот Курейш Цароев в своей предвыборной кампании делает акцент на развитии аграрного потенциала сельских территорий Ингушетии. Население растет, численность увеличивается, а земля неуклонно уменьшается. Поэтому все надо бросить на сохранение. Следующий кандидат в депутаты Тамара Мальсагова. За ее плечами несколько десятков лет в СМИ. А с 2011 года работает в администрации главы республики. В случае избрания в работе депутата она хочет сделать акцент на социальном блоке. Наша молодежь сегодня занимает 45% населения. Мы должны думать о будущем. Это меня волнует, и это я всегда говорю, подчеркиваю на своих совещаниях. Рабочие места молодежи, чтобы они получали. И университеты платят им стипендию, они получают диплом и сидят, ничего не делают. В праймерис участвуют политические и общественные деятели Исаак Астоев. За его плечами 50 лет работы на государственной службе, 10 из них в качестве сенатора. Исаак Астоев известен и тем, что, будучи следователем, смог поймать одного из самых опасных серийных маньяков – Чикатило. В своей предвыборной кампании Астоев делает акцент на нормализации отношений с соседними республиками, решению социально-экономических проблем и борьбе с коррупцией. Чтобы в этом зале, да и в республике нашей, поняли одну вещь, что сегодня в нашем государстве правящая партия – это партия «Единая Россия». Ее депутаты, ее представители сегодня в сущности решают и социальную, и экономическую, и политическую ситуацию в стране. И первая моя просьба, и главное, почему я здесь, когда я призываю голосовать за партию «Единая Россия», за его кандидатов, которые будут выдвинуты и уже выдвинуты, уже зарегистрированы.
В общей сложности в предстоящих выборах участвует более 200 кандидатов. Сегодня выступили порядка 20 из них, благодаря чему многие избиратели уже сейчас определились с фаворитами. Здесь несколько человек, выступавших, в том числе и кандидат в Государственную Думу, признались в том, что им сложно выступать перед аудиторией. Но это скромная сдержанность, это хорошая черта. Но вот здесь в зале сидят их родственники, братья, сестры. Они не будут как-то критически относиться, даже некоторые моменты оставят в себе. Но в тех стенах, которым им предстоит туда попасть, там, в Государственную Думу, сдержанность, она будет приниматься за слабость. Там необходима напористость, и уже забота должна быть, что за тобой стоит народ. Выборы в Госдуму страны и Народное собрание республики пройдут 9 сентября. Имена тех, кто будет баллотироваться от «Единой России», станут известны уже 1 июня. Амина Бокова, Магомед Белакиев, Новости 24.